8 сентября в России пройдет единый день голосования. В регионах состоятся выборы разного уровня. Выбирать будут мэров, депутатов Госдумы и муниципалитетов. В Ингушетии жители будут голосовать за депутатов в органы местного самоуправления. Кандидатов от партии «Единая Россия» традиционно определят по итогам предварительного голосования, которое состоится 26 мая по всей стране. Это не выборы внутри партии. Избиратели сами решают, кого хотят видеть кандидатом от единороссов. Первые площадки для отбора кандидатов на предварительное голосование в регионе открылись сегодня в 10 утра в домах культуры селений Икажево и Зязиков-Юрт. В зале собрались однопартийцы и общественники. Отбирать самых достойных претендентов на пост местного депутата будут по третьему избирательному модулю. Предварительное голосование оно подразделяется на модели, то есть первая модель, это там, где это аналог выборов, и голосование проходит на участках избирательных. Эта процедура у нас будет проходить 26 мая в наших городах и сельском поселении Икажево. А в сельских поселениях численность избирателей, которых меньше 10 тысяч, проходит вот на таких вот площадках, и голосование происходит сразу же после проведения площадок, после встречи с выборщиками. Мы находимся в сельском поселении Зязик-Юрт. На этой площадке выступали кандидаты предварительного голосования сельского поселения Аки-Юрт и Вежери. То есть это те кандидаты, те участники, которые представляют свое видение, свои программы и деятельность, и выступления которых будут оценены выборщиками. А в селении Икажево, помимо отбора кандидатов на предстоящие выборы, депутаты Народного собрания рассказали кандидатам о нововведениях в законодательстве, которые могут коснуться их очень скоро. Генеральный секретарь партии единороссов Андрей Турчаев внес в Госдуму законопроект о декларациях сельских и муниципальных депутатов, которые значительно упрощают процедуру регистрации кандидатов в малочисленных населенных пунктах страны. Документ уже прошел 2 чтения. Суть этого законопроекта заключается в том, что вот наши депутаты сельских поселений, доход от декларации, который мы все заполняем, для этой категории людей он в разы упрощается. Упрощается он тем, что, вот, допустим, что было раньше, давайте я скажу. Вот раньше, да, какого бы уровня ни был депутат, пакет документов они должны были собирать одинаково. То есть туда входило вплоть до девичьей фамилии мамы, до каждого рубля детского пособия. В общем, любая копейка, которую ты получаешь, движимое, недвижимое имущество, если вдруг ты забыл и не отразил это в декларации о доходах, то это грозило очень таким суровым наказанием. Тебя могли вызвать в прокуратуру и дальнейшие разбирательства. Сейчас для этой категории людей, то есть для депутатов сельских поселений, им достаточно того, что, в общем, за 3 года их доход, если расходы не превышают дохода за 3 года, то они по нулям, они вообще ничего не должны. Почему это было сделано? Потому что депутаты сельских поселений, в основном это учителя, библиотекари, там, пенсионеры, то есть люди, которые живут буквально на пенсию, на свою зарплату, у них таких огромных оборотов денежных средств у них нет. И для того, чтобы упростить им эту процедуру, для этого наш коллега Турчак и внес этот законопроект в Госдуму.